Дорогие друзья, добрый день. В эфире Национальное радио Ингушетия. Это волна 88,8 FM. Если вы нас слушаете в Джейрахском районе, настраивайте ваши приемники на волну 104,2. Для вас сегодня работает Милана Манкиева. И у нас в гостях руководитель УФАС по Республике Ингушетия Батыр Тачиев. Батыр, добрый день. Добрый день, салам алейкум. В этом году Управлению Федеральной антимонопольной службы исполняется 15 лет. Расскажите, пожалуйста, о том, какие мероприятия прошли уже, какие мероприятия вы планируете провести в этом году. Но я так думаю, что и в рамках этого вопроса было бы неплохо, если бы вы вообще рассказали, чем занимается антимонопольная служба, какие цели и задачи стоят перед вашей службой, собственно говоря, об обычной, рутинной, повседневной работе. Да, в этом году Федеральная антимонопольная служба именно под таким названием существует 15 лет. А так само конкурентное ведомство существует еще больше, там, под разными названиями тогда выходили. Там ГАК был, САП был, МАП был, ну и так далее. А вот как федеральная служба, да, 15 лет. За эти 15 лет под руководством Игоря Юрьевича Артемьева наша служба достигла очень больших высот и привнесла в законодательное поле Российской Федерации очень много новшеств. Если говорить о месте, допустим, в рейтинге международных организаций, то наша служба, получается, единственная в нашей стране, которая стоит на 17 месте в рейтинге. Еще 15 лет назад нас вообще не было в этом рейтинге, а рейтинг, там рейтингуется 140 всего стран, мы не попадали даже в 140 место. А сейчас мы стоим на 17 месте, уже последние 3 года на 17 месте. Там очень достаточно много критериев оценки, и нам удалось это, получается, очень добиться этого места. Результат. Да, мы там на одной площадке, получается, европейскими странами стоим. А также очень много изменений наша служба привнесла. Допустим, те же цены на лекарственные средства. То есть мало кто знает, допустим, что на отрицательный рост, получается, лекарственных препаратов повлияла Федеральная антимонопольная служба. Мы ввели, получается, перечень лекарственных препаратов, которые необходимы для жизнеобеспечения, первой необходимости. В этот перечень у нас сегодня Росздравнадзором ведется, и, соответственно, там можно посмотреть, какие лекарства, какое лекарство, каким лекарством иным можно заменить, более дешевым, допустим, из одной же категории, допустим, международных непатентованных наименований. И параллельный импорт, вопрос параллельного импорта законодательного сегодня проходит, но мы уже начали им пользоваться через суды, еще с 2013 года. Это очень актуальный вопрос. Ну и очень много такого, и много новшеств. Допустим, есть у нас процедура в Америке, она называется договаривание, да, договориться с государством. Если приходит хозяйствующий субъект и говорит о том, что он совершил некое правонарушение, но либо его поймали за это правонарушение, а он потом показывает еще большее нарушение, то есть малое зло прощается во имя большого зла, предотвращение большого зла. У нас примерно то же самое есть. Допустим, законодательно внесено, тоже впервые в нашей стране, и если картельщики, то есть круг картельщиков, один из них хотя бы если приходит до возбуждения дела и сообщает: да, я состоял в картельном сговоре, тогда-то, тогда-то, такие-то компании, мы договорились поддерживать цены на таком-то рынке и так далее, либо разделить рынок между собой, тогда он не подвергается административному штрафу, он освобождается от него, и те лица, которые находились в сговоре, они, естественно, уже по самой жесткой букве закона привлекаются. И только когда этот закон приняли, это был еще 2012 год, тогда очень большие корпорации нашей страны пришли и первыми сообщили о том, что они состоят в картельном сговоре с другими хозсубъектами. Я просто некоторые хотел перечислить, сказать, что мы за эти 15 лет достигли, но это как малая доля только. Тот же закон о картелях в нашей стране появился буквально недавно, и ФАС этим занимался. А так мероприятия по всей стране мы проводим. Каждый территориальный орган освещает о том, что 15 лет. Освещение это происходит не для того, чтобы самолюбованием заниматься, а для того, чтобы говорить людям, чем наша служба занимается, то есть использовать эту площадку еще раз, донести до добросовестного бизнеса, чем мы можем быть им полезны, в какой сфере их права ущемляются, тем же органами власти, либо конкурентами, либо монополистами, и максимально положительно воздействовать на условия рынка.
Да, спасибо большое. Друзья, я вам напомню, наши контакты 55 40 50 наш номер. Звоните, задавайте вопросы нашему гостю. Вот совсем недавно прочитала я интервью, которое дал глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев телеканалу НТВ, в котором он в достаточно жесткой форме критиковал службы ЖКХ и говорил о том, что россияне по большинству позиций просто переплачивают за жилищно-коммунальные услуги. Вот это, в принципе, такая ситуация сложилась в целом по России. Вот, в частности, касательно на территории Ингушетии, как обстоят дела с этим вопросом? Ну, я так думаю, что мы попозже разберемся с этим вопросом, потому что у нас звонок. Добрый день, вы в прямом эфире. Добрый день. Передик Хусан, салам алейкум. В общем, у меня два вопроса. Первый вопрос — это насчет мобильных провайдеров и интернет-провайдеров Ингушетии. Вот они, когда не вздумаются, отключают интернет. Нарушают ли наши потребительские права в этом моменте? И второй вопрос: каким образом регулируются тарифы на транспорт общественный? Получается, тут немного с опережением вопрос. Мы хотели тоже в любом случае мы бы эту тему затронули, да. Да. Про операторы. Буквально вчера мы принимаем обращения и в официальных социальных аккаунтах. Вот вчера в сети Instagram, в нашем аккаунте, там был такой вопрос, почему у нас тарифы выше, чем в соседних субъектах в рынке операторов. Вот, мы уже сегодня запустим это, посмотрим. В принципе, мы как бы уже смотрели. Если брать Северо-Кавказский федеральный округ, у нас такие же тарифы на сотовую связь, я уточню, такие же, как, да, одинаковые у нас, в принципе. Вот у нас рынок одинаковый. Но если брать другие субъекты, да, есть субъекты, где у нас меньше, допустим, там Крым, который присоединен, там северные субъекты, ну и так далее. Субъекты, где очень мало численность. Вот, там тарифы выше, чем у нас. Но у нас, получается, чуть-чуть выше, чем, допустим, в ЮФО. Мы этот вопрос скоро адресуем, тройке оператору, отправим запрос. Не-не-не, вы, возможно, не поняли. Тарифы на транспорт, два вопроса. Первый вопрос — это насчет интернета. Вот, допустим, было где-то неделю назад, что не только мобильный провайдер, то и кабельный оператор отключали интернет. Первый вопрос в этом. Первый ли в этом наши потребительские права? И второй вопрос: каким образом регулируются тарифы на транспорт? Да, Хитерсуш. Первый вопрос. Это находится в сфере контроля Роскомнадзора. Вот это непосредственно их вопрос, к нашему ведению. Да, этот вопрос, к сожалению, не относится. Вот, это необходимо, чтобы они регулировали. Ну и плюс прокуратура, которая занимается у нас общим надзором. Если касаться второго вопроса по транспорту, у нас есть в сфере транспортных перевозок регулируемый тариф и нерегулируемый. Регулируемый тариф у нас устанавливается Комитетом транспорта Республики Ингушетия. Мы, кстати, этим вопросом тоже где-то недели-две назад уже занялись. Повторно в прошлом году тоже мониторили эту сферу. Вот. А нерегулируемые тарифы — это когда межмуниципальные и так далее, не регулируются, и получается, тариф сам устанавливается тем органом власти, который проводил непосредственно торги. Этот рынок мы характеризуем как низкоэффективный, то есть низкоконкурентный, и мы уже третий год выходим с предложением о том, что необходимо ГУПы в сфере транспортных перевозок практически ликвидировать. Можно оставить там несколько автобусов для, не знаю, социальных маршрутов. Там можно оставить, где там неприбыльно, малорентабельно, допустим, тоже в пригородный район, допустим, поехать, да, там можно было бы оставить эти тарифы, то есть ГУПы можно было бы там оставить, а все остальное, там, где есть рынок, там, где есть коммерческая составляющая, необходимо, чтобы все передали в частные руки, чтобы были торги, и условием торгов было, допустим, одним из критериев торгов было, что автобус, микроавтобус, который выходит на рейс, на линию, он должен быть с кондиционером, уже как современные условия должны быть. Не так, чтобы мы ходили, парились в этих пазиках в очередной раз, в дыму, в пыли, то есть в этом нас перевозили. Это все неправильно, так делать нельзя. Но это себе позволяет, получается, ГУП, если это госкомпания, она может себе это позволить, она не заинтересована в том, чтобы там улучшать какие-то условия для потребителя, она знает, что он никуда все равно не денется, все равно ко мне придет, чтобы я ему не представил. Хоть это будет пазик, хоть это будет комфортабельный микроавтобус, хоть это тележка, извините, или вагонетка какая-нибудь, шахта принесенная. Собственно говоря, из-за отсутствия конкуренции там абсолютно мы и находимся в таких условиях. Да.
Я не знаю, вот касательно Роскомнадзора, можно порекомендовать нашему слушателю обратиться с претензией в эту службу и защитить свои права. Насколько я знаю, там обращения уже были в прошлый раз, когда первый митинг у нас был, и Роскомнадзор там ответил о том, что это было предписание правоохранительных силового блока. В любом случае, мне кажется, стоит пожаловаться оператору, чтобы он как-то конечно, возместил. Стоит. Если есть проблемы, необходимо поднимать, да. Как минимум возмещение должно быть. Давайте все-таки вернемся к тому вопросу, который мы затронули до звонка нашего слушателя. Я извиняюсь, просто вопрос возмещения, если будет затронут, то если они не возмещают и так далее, это необходимо обращаться в Роспотребнадзор. Защита прав потребителя, это происходит именно через эту службу. Разумеется, даже в судебном порядке, насколько я знаю, эти вопросы весьма легко решаются. По поводу жилищно-коммунальных услуг я вам задавала вопрос до звонка для слушателей, которые хотят обратиться к нам и позвонить в прямой эфир. 55 40 50 наш номер. Звоните. Если Игорь Юрьевич Артемьев сказал, что есть превышение, значит, оно так и есть. Он просто так не скажет. Естественно, мой руководитель значительно освещения и информирования, чем я. В нашей республике, если сказать, то у нас, опять же, у нас только всего 2 компании, насколько мне известно, которые занимаются, допустим, продажей тепла. У нас рынок очень слабый ввиду того, что у нас, в принципе, это и хорошо, что, честно говоря, для меня, как потребителя, значительно лучше иметь там свою колонку у себя в квартире, чем я буду зависим от центрального теплоснабжения, который где-то стоит, и от каких-то факторов он зависит. То же самое, если у него там долг перед газовой компанией, Газпром и так далее, МРСК должен свет, они их периодически отключают. Я просто работаю в других субъектах, я знаю, что эта проблема есть, это постоянные отключения были, это у нас были жалобы как на Газпром, на МРСК от этих теплоснабжающих компаний, от компаний, которые занимаются поставкой воды, водоснабжением, водоотведения. И если можно избежать этих проблем, поставив у себя колонку, это прекрасно. Там, наоборот, люди, честно говоря, добиваются того, чтобы независимо у них отопление находилось у себя в квартире, чтобы они могли отрезаться от центрального, получается, теплоносителя и быть независимым максимально. У нас мы смотрели вместе с региональной энергетической комиссией в прошлом году, затронули вопрос, почему в Магасе слишком большой тариф на воду. И в конце прошлого года вместе с РЭКом, получается, мы добились снижения тарифа на 4-6 рублей. Снижение произошло в городе Магасе. И там, где есть эти тарифы, там, где они регулируются, есть тарифы, которые регулируются Центральным аппаратом ФАС России, есть тарифы, которые регулируются РЭКом Республики Ингушетия, есть и муниципальное образование, тоже некоторые тарифы там тоже регулируют. В принципе, мы это смотрим, но, насколько мне известно, у нас такой катастрофической ситуации нет, чтобы у нас в 2 раза больше тарифы, то есть завышение этих услуг было. Потому что у нас, в принципе, нет этого рынка, чтобы было какое-то завышение. Мы периодически слышим, к нам приходят жалобы о том, что установленный тариф за, допустим, электроэнергию 3,70, но нам приходит счет на 5 рублей за единицу потребленной электроэнергии. Если такой факт есть, это статья 10 Закона о защите конкуренции, нарушение установленного порядка тарифа ценообразования. Тут необходимо к нам обратиться, мы заставим провести перерасчет, деньги, эту разницу, которую оплатил, мы вернут, и больше никогда с этой квитанцией, уверяю вас, к вам не придут. Потому что там штрафы оборотные, они, допустим, штрафовали одни из субъектов, естественно, монополии в позапрошлом году, там один штраф составил 29 миллионов рублей. То есть это достаточно так отрезвляет, я думаю, компании, даже если они очень большие. А общая сумма штрафа, допустим, на эту компанию достигла 200 миллионов рублей. То есть это существенно для них. Поэтому если есть такое нарушение установленного порядка, то необходимо, вы можете, наши слушатели могут обратиться. Насколько часто вообще жители республики обращаются в антимонопольную службу и с какими жалобами в основном? Что больше всего граждан беспокоит? Сагюдыч, нам обязательно об этом говорят. Или Мултишич, у нас мы столько платим, у нас это самое. Мы им предлагаем, собственно, то, что вы нам сказали, это хорошо, но у нас реакция идет только после жалобы. То есть закон, есть порядок, есть порядок составления жалобы и так далее. Необходимо соблюсти эту процедуру все. Если ее не будет, у нас решение просто может развалиться в суде.
Вот. Мы советуем, предлагаем и просим, чтобы все-таки этой письменной форме обращение было с приложением доказательств. Не просто Сколько там... в письменной форме можно обратиться? То есть в рамках телефонного звонка как-то зафиксировать службу, то есть жалобу на какую-то службу вы не сможете? Нет, в соответствии с законодательством и нашим, и другим, которые не регулируют, имею в виду сферу конкурентного ведомства, есть порядок. Мы принимаем жалобы и письменно, и устно, и через СМИ принимаем, и так далее. Но у нас есть статьи закона, которые могут запускаться только если есть пострадавшее лицо. Допустим, если там реклама на улице висит, и она там противоречит закону о рекламе, никаких проблем нет, мы ее фотографируем, акт составляем и возбуждаем дело. Но если это статья там, 10, 14 Закона о защите конкуренции, то тут должно быть лицо, которое ущемлено, то есть чьи права были попраны. Допустим, 10 статья – это заключение договора, допустим, если одну из там, частей этой статьи коснуться, это заключение договора субъекта естественной монополии с потребителем. Так как мы знаем, что договорные отношения являются свободными, в соответствии с Гражданским кодексом, туда можно писать все, что угодно, лишь бы оно не противоречило прямо там законодательству, и что вот эти два лица, договаривающиеся, они согласны на эти общие условия. Если они согласно его подписали, то никаких претензий не может быть к одной из сторон, потому что вторая сторона этот договор подписала. Вот. И поэтому, а если вторая сторона, субъект естественной монополии, ему навязал свои условия, и он жалуется, вот тут мы вмешиваемся. Но если он навязал, и вторая сторона согласна с этими условиями, то есть они договорились на этом, тут предмета вмешательства нашего органа нет. Поэтому есть вот составы, где необходимо, чтобы была жалоба, было лицо, чьи права были ущемлены. А вот какая-то горячая линия, номера, либо дни приема, часы приема у вас есть, когда могут граждане прийти, обратиться со своей службой, либо проконсультироваться и понять, что вот, к примеру, какой-то вопрос не входит в компетенцию вашей службы? Ну, у нас есть сайт, на сайте все номера указаны, и телефон горячей линии указан, и приемная указана. Приемные дни у меня там в четверг, у заместителя вторник и четверг. Да и без этого, без приемных дней, к нам можно в любое время, когда мы свободны, когда нет рассмотрения жалоб, нет каких-то совещаний. Ну, предварительно просто в приемную позвонить, узнать, в любой день можно подойти там. Допустим, вот 18 апреля, кстати говоря, приемная президента Российской Федерации, это в администрации МАГАСа, второй этаж, у меня будет прием. С любым вопросом можно туда подойти, допустим. Если человек хочет более таком серьезном уровне зафиксировать свою жалобу, что вот я приходил, я об этом сказал, дайте мне полный отчет по этому вопросу. Необходимо еще эту площадку, можно эту площадку тоже использовать, там все федеральные территориальные структуры, начиная от прокуратуры, заканчивая там самым маленьким, да, там контрольно-надзорным ведомством, находятся там, в год 2 раза мы туда приходим и вот осуществляем встречи с заинтересованными людьми. Да, спасибо большое. И еще, я извиняюсь, мы очень активно представлены в социальных сетях, можно там тоже почитать нас, подписываться. Хорошо. И под каким Facebook, ником? Instagram, Ну, ink.ufas, ink.ufas в Инстаграме. в принципе, коротко и ясно. В эфире Национальное радио Ингушетия. Друзья, мы продолжаем. Это Национальное радио Ингушетия, волна 88,8 FM, номер прямого эфира 55 40 50. Я вам напомню, что сегодня у нас в гостях руководитель УФАС по Республике Ингушетия Батыр Тачиев. Батыр, ну, я так думаю, что ни для кого не секрет, все знают о том, что в 2019 году с 1 января мы все перешли с аналогового вещания на цифровое вещание. И в связи с этим для некоторых граждан, у которых устаревшие модели телевизоров, им необходимо приобрести приставку для того, чтобы этот цифровой сигнал принимать. Вот расскажите, пожалуйста, какую работу вы проводили и проводите в этом плане, чтобы не допустить, скажем так, вот этого ажиотажа, повышения цен, дефицита на подобного рода товары? Чтобы этого не было, правительство Российской Федерации разработало план, в соответствии с которым в 3 этапа все субъекты Российской Федерации должны переходить планомерно на цифру. Сделан для того, чтобы вот в масштабах страны резкого спроса не было, да, наплыва спроса, и, соответственно, это было бы повышением цены на эти приемники. Мы попали в последнюю волну, в принципе, это лучше всего, что мы туда попали, с учетом исправления всех ошибок там, первых переходов, мы уже знаем, что нас ждет в последнем этапе. И в последнем этапе на повышение цен точно не будет, должно быть, наоборот, снижение. Снижение мы уже, допустим, наблюдаем. В первой волне минимальная стоимость приемника была 1299 рублей, 1300 рублей.
Вот. А сегодня уже, допустим, Почта России нам уже отчитывается о том, что у них можно приобрести этот приемник за 999 рублей. То есть уже как бы конкуренция, все это мы знаем, то, что вот время прошло, и те приемники, которые не могли реализовать при первых переходах, они еще остались на складах этих компаний, то есть в магазинах. Вот, они будут реализовываться на территории, в том числе и нашей республики, уже по более низким ценам. То есть благодаря проведению подобной работы за счет плавного перехода ажиотажа не было. Там, честно говоря, очень серьезно правительство России к этому вопросу подошло, очень серьезно. Мы достаточно часто проводим совещания по этому вопросу, то есть в масштабах страны, и там самые-самые мелкие незначительные детали обсуждаются и проходят. То есть это настолько вот действительно все было проработано, что не было вообще практически никаких проблем из-за вот первых двух переходов. Да, спасибо большое. Но еще один, как мне кажется, немаловажный вопрос. Вы уже мельком затронули эту тему. Это закон о рекламе. Вот какие нарушения чаще всего встречаются в этой области? И вот еще к этому вопросу СМС-спам. Как вот распознать, действительно, спам ли это? И как на это пожаловаться? И главное, куда жаловаться? Если со спама начать, то... закон о рекламе, без него нельзя про спам говорить, потому что это как бы основа. Да, мы осуществляем в том числе контрольный надзор над законодательством о рекламе, и в законе о рекламе очень много таких установленных норм, что можно нарушать, что является нарушением, что является преступлением, что можно делать и как это нужно делать. Допустим, что можно делать и как, это статья 19 закона о рекламе. Если вы хотите там рекламные щиты поставить на территории муниципального образования, вы должны посмотреть план дислокации на сайте муниципального образования. Если есть что-то свободное, посмотреть вообще, когда следующие торги будут. Если что занято, то вы можете там участвовать в торгах и так далее, и вам там, за определенную плату, за определенные услуги, которые там указаны. Закон нарушать нельзя, допустим, нельзя у нас рекламировать там табачные изделия, спиртные, там нельзя рекламировать оружие, нельзя рекламировать наркотики. Вот это то, что запрещено и является преступным. Вот около 20 нарушений в год на территории республики мы выявляем. Это с учетом того, что у нас рынок рекламных услуг не особо и развит был в республике, но и серьезно просел после 2014 года. Вот. Выявляем нарушения. Допустим, недавно, в 2016 году это правда было, но это самое такое яркое, если рассказать о этом деле. Мы увидели, что на территории города Назрани находится рекламный щит с указанием о том, что, оказывается, косметологические услуги в кабинет там такой-то, и популярна в нашей республике фамилия была доктор, вот так вот эта фамилия. Так как там не было предупреждения, реклама медицинских услуг должна сопровождаться предупреждением о противопоказаниях. Да, у нас еще один звонок. Давайте его примем и продолжим. Да. Алло, вы в прямом эфире. Алло, Дядя Калчин. Дядя Калчин. Хати Якла. Да. Шамдит, Багульдиш. У меня такой вопрос. Ветеран труда, инвалид второй группы, если диабетица, если у меня хронические, почти все органы у меня хронические больные. Да, маршрут. Аминь. И вот мы не можем получать то, что лекарства, бесплатный пакет, и каждый месяц перечислять в это здравоохранении. Ну, бесплатно, телевизор, выступление, а у нас наша аптека пустая. Дагр объявлять 90 миллионов хадайтат Ингушетии. Ингушетии сами объявляли для инвалидов Молхаш. Потом 170 миллионов дайтат Янсяка Кайтер. Но мы ничего не видим, у нас лекарств нету. Кому обратиться, я не знаю. Я звонила министру, я звонила своему главврачу, но помощи никакого нету. Нет ответа. Почему? Ганят, Молхаш Ялыч. Сон хадал ответ холостыги. Если Росздравнадзор Еврейской Республики Назрани явился, вот царское обращение Халис, Жбыш контролирует эту сферу, надзор они осуществляют.
Просто массанах дохвачится, это сагмаваться штат на всю республику, и кроме этого духоца сопутствующий вопрос штыцар. И если нет обращения к нам, контрольно-надзорным органам, мы можем не знать о проблемах, которые есть, к сожалению. Просто азмасиному, что мы должны знать все, везде, все, что происходит. Нас духуяч тазер, газах, ахчата фадихита, молгобеки. Ну, то молгобеки, как бы, духот, что сей молгобеки рву, но хотел, что он хасыз, Оли, Росздравнадзор, дикка благодаряч организации, дик коллективе, дик руководитель, вот Арборов Ахмадяш. Номер телефона хас, Номер хац, ну Ханзе, если у нас есть время эфирное, я быстро в интернете посмотрю. Да, конечно, Есть? я Сейчас. так думаю, что нужно будет помочь нашему Валлахи, слушателю. хас, соным. Министрик тихоч, главврачик тихоч, лечащий луркелыч. Ну, помощи никакого нам нету. Да, за обязательным пакетом есть, это лекарства должны быть, вот, и кому они Конечно, должны положены. быть. Да, У меня если их нет. бесплатный пакет. Я Да. должна получать все лекарства бесплатно. Я путевка ясно, лучше санаторий, я курорты. Я молка ясно. В общем, забросили нас только так. А по нашей улице ухшара диабетчик, ванук, мяжин, знаю, ахаш, лечение. Туда кайсат, короче, асвян, пойхун, главврачик, Маремик. Хайдала Маремян, таз. За каждый от идти диабетчик волвочи, да, антаз. Кошван это ведь дизель мы читко. Доди, да, чтоб мы не мучились. Кочуага алишис. Дядя, вот, ну, запишите номер 22 16 04. Это номер телефона справочной службы территориального органа. 22 16 16 04. Паркл 22 Код, 16 да, код 04. 8732. Ой, надо это мне записать. 22 87 32 22 16 04. Позвоните по этому номеру. Я думаю, что они смогут вам помочь в решении этого вопроса. Но они находятся в Назране. Хорошо, ладно. Далее телефон. Барков. Да, спасибо за звонок. Да, Батыр, наверное, мы продолжим говорить о законе о рекламе. Да. Мы увидели эту рекламу косметических услуг, есть у нас косметологических услуг. Вот, запросили у них, так как на рекламе не было предупреждения о противопоказаниях, а реклама должна сопровождаться предупреждением о противопоказаниях и необходимости консультации с врачом. Мы у них запросили информацию, кто это такие, и лицензию в том числе, на основании чего они осуществляют свою деятельность. Оказалось, что у них не было даже медицинской лицензии. И люди, которые там оказывали эти услуги, не являлись врачами. Там, в лучшем случае, там, один из этих людей был там, медсестрой. Там, такое среднетехническое образование было. Вот, ну, после этого, естественно, мы этот кабинет заставили закрыть, его закрыли, и наши граждане, то есть, уже перестали подвергаться такому сомнительному воздействию. Я не сомневаюсь, что на территории республики ни одно такое заведение, наверное, не один десяток. Да, возможно. Поэтому что можно порекомендовать гражданам, это перед тем, как уже допустить этого человека к своему лицу, нужно попросить у него соответствующие документы и лицензию на осуществление этой деятельности. Все-таки это наше здоровье, да, необходимо к этому серьезно относиться. Если есть какие-то сомнения, опять же, у нас вот Росздравнадзор уже коснулись этой темы, необходимо позвонить им, они очень быстро реагируют на такого рода обращения, вот, и они пресекут сей факт. Ну, просто последствия достаточно плачевные, их устранить сложнее, чем просто попросить человека. Мне кажется, все-таки это стеснение сказывается, что как-то вот неудобно, вот этот сам факт недоверия, что ты не доверяешь тому человеку, которому... Да, но надо вспомнить потом сожаление, какое горькое будет, да, если будет что-то не так. Да, лучше спросить, переспросить. Вы тем более платите за эту услугу. Да, и вот по поводу СМС-спама. СМС-спам, он, в принципе, если реклама, она распространяется только с согласия лица, который готово ее принять. Вот, именно если оно поступает по сетям сотовой связи и там, на электронную там, почту к вам тоже она поступает. Жалоб достаточно много бывает о том, что вот ему пришло там СМС-спам, там реклама какого-то магазина, какого-то товара, ну и какой-то услуги. Вот, после начала разбирательства у нас вот запрашиваем ту организацию, которая направила эту рекламу, почему и так далее. Они нам присылают тут согласие этого человека о том, что он дал согласие, что ему эту рекламу будут направлять. В заключении договора с оператором
оператором, да, вы даете И с согласие? оператором. И в магазине мы, допустим, дисконтные карточки берем, мы там тоже там галочку ставим, тоже согласны получать рекламу. И это согласно о том, что эта компания, этот магазин передаст ваш номер в целях оказания вот, там, рекламных услуг посторонним организациям. То есть зачастую мы сами даем такие согласия, не ожидая это, заполняя разные карточки, там разные конкурсы мы участвуем и так далее. Вот мы это заполняем, даем. Если ни того, ни другого не было, то это штрафы. Недавно там СМС-центр, по-моему, называется компания, мы ее штрафовали на 100 тысяч за одну СМС-ку на сотовый телефон. Вот, они оплатили вот на прошлой неделе эту сумму, 100 тысяч штрафов. Ну и говорят, что также большое количество людей жалуются на смс от МЧС. Да. Это Ну, как же мне юмора кажется, там тоже много было. сообщение о том, что отключат воду, либо отключат газ от Ингушэнерго, от Ингушрегионводоканала, были бы гораздо полезнее людям. Они могли бы как-то вот свое время с учетом вот этого отключения электроэнергии, либо подачи воды как-то распределить более грамотно. Потому что, согласно закону о защите прав потребителей, они обязаны предупреждать о том, что у них что-то произошло, и на какой период они отключат эту электроэнергию, либо воду. Но вот... Есть конечно... определенные часы, которые, допустим, та же электроэнергетика, в год электроэнергия может быть отключена. То есть, если эти часы превосходят, там 72 часа обычно в среднем идут, если их больше, то, соответственно, уже нарушение со стороны энергоснабжающей компании. Конечно, да, это правильная идея, и в принципе, закон это диктует, потому что необходимо говорить об этом. На эти смс-ки бы никто не жаловался. Да, но, допустим, для водоканала, представляете, какое-то обременение финансовое? Это очень большие деньги необходимо платить. И в условиях кризиса я не думаю, что эта компания сможет себе это позволить. А жаль, было бы неплохо. Да. Но МЧС у нас это госорганизация, и она предупреждает вас о том, что есть опасность. Это не является рекламой, ни в коем случае это не может быть там признано спамом. Но есть разные способы не получать эти смс-ки. Вообще, гуржишка ханватсё, махицук сообщение. В принципе, правильно человек говорит. Ну, вообще-то да, как-то перемещение осуществляется ли или не осуществляется по военно-грузинской дороге. Многим гражданам эта информация абсолютно бесполезна. Да. А вот сообщение... Можно отключить уведомление у себя в телефоне. Ну, совершенно верно, такой лайфхак. Ну что ж, на этом наш сегодняшний эфир подходит к концу. Возможно, вы захотели бы что-то добавить. Если вы позволите, я просто хотел сказать, конечно. что каждое утро по дороге на работу я слушаю 88,8 FM. Спасибо. И очень часто там бывают вопросы, которые поднимаются, которые касаются непосредственно нас. Вот, можно было бы эти вопросы к нам перенаправлять, если вы мне позвоните. Я там сразу могу ответить на те вопросы, которые там актуальны, можно было бы ответить. Вот, либо говорить этим людям, что они могут к нам обратиться. Конечно, конечно. И кроме этого, допустим, у нас очень много обращений, получается, устно бывает, а так нам никто не пишет. Допустим, если вы знаете, что в вашем муниципальном образовании выделили земельный участок там, без проведения торгов кому-то, это нарушение, необходимо жаловаться на это. Если по отношению к вам там, да, недобросовестно поступает там, орган власти, другой хоссубъект, если вы бизнес и недобросовестная конкуренция там, со стороны другого предпринимателя по отношению к нам, это тоже необходимо, там, да, можно прийти к нам, и мы в этой ситуации разберемся. Недавно, допустим, у нас была там одна реклама была, что мы являемся лучшими там, в своей сфере, в своем роде, и мы оказываем самые лучшие услуги по самой низкой цене. Попросили их там доказать, что это является так и так. Да, эта компания не смогла этого доказать. Соответственно, это было признано как недобросовестная конкуренция по отношению к своему коллеге, конкуренту, и мы заставили как бы это снять. Да, поэтому, мне кажется, очень важно, да, к этим лозунгам относиться. Даже вот реклама была пивной продукции «Пожалуй, лучшее пиво в мире». Вот это слово «пожалуй», оно, конечно, перечеркивает, да, «пожалуй», вот на их взгляд это все происходит. Но надеюсь, что ваши слова как-то вразумят некоторых граждан, которые недобросовестно относятся. Ну, спасибо вам большое за участие в сегодняшнем эфире. Вам большое спасибо, что спасибо пригласили. за ответы. Дорогие друзья, я вам напомню, что сегодня у нас в гостях был руководитель УФАС по Республике Ингушетия Батыр Тачиев. Для вас работала Милана Манкиева. Всего доброго, оставайтесь с нами. Аллах эту баху, чем-то,